Добрый день, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Вы готовы к уроку? Мы сегодня снова будем наблюдать, выводы делать и рассуждать. А чтобы урок пошел каждому впрок, активно в работу включайся, дружок. Я вам желаю хорошего настроения и интересной работы на уроке. Мы продолжаем наше путешествие по улице безударных окончаний города Склонения. Ребята, прочитайте словосочетание: рубить топором, стучать молотом, кивать головой, мешать ложкой, мокнуть под дождем, летать над морем. Что в них общего? Правильно, они употреблены в творительном падеже. Чем отличаются две группы словосочетаний? В первой группе написаны словосочетания с ударным окончанием, а во второй группе с безударным окончанием существительных. В написании окончаний каких слов можно сделать ошибку? Правильно, в окончаниях существительных, стоящих в безударном положении. Тема нашего урока – правописание безударных окончаний существительных в творительном падеже. Сегодня мы будем вырабатывать навыки правописания безударных окончаний имен существительных в творительном падеже. Давайте повторим то, что мы уже знаем. Что мы уже знаем о творительном падеже? Назовите вопросы существительных в творительном падеже. Кем, чем, где, куда. Предлоги творительного падежа: с, за, под, над, между. Каким членом предложения являются существительные в творительном падеже? Второстепенным членом предложения. Что еще нужно знать? Правильно, нужно знать окончания первого, второго и третьего склонения. А чтобы их определить, послушаем, ребята, сказку. Жил-был один король, и у него было две дочери, принцессы. И как-то раз решили они отправиться в зоопарк, который находился около дворца. Сначала принцессы любовались слоном, потом зеброй, медведем, и вот они подошли к террариуму и стали разглядывать его обитателей. Ребята, а кого они там могли увидеть? Правильно, змей, ужа, удава, крокодила. Старшая принцесса просунула руку в террариум. Король сначала восхитился смелостью дочери, но вдруг она погладила ужа. Король от страха закричал: «Это хорошо, что сейчас ты встретилась с ужом». Почему хорошо? Потому что уж не ядовит, ответил король. Будь умницей, отойди от террариума, а я угощу тебя вкусной сливой. Младшая принцесса в это время стояла за елью, потому что она очень боялась змей. Король повел принцесс домой и обещал осенью пойти с ними в цирк. Вот такая сказка. Определите, в каком падеже стоят существительные? Правильно, существительные стоят в форме творительного падежа. На какие группы мы можем разбить эти слова? Правильно, на группы существительных первого, второго и третьего склонения.
Распределим в 3 группы по склонениям, выделяя окончания. Ребята, сделаем вывод о том, какие окончания пишутся у имен существительных в творительном падеже. В первом склонении окончание «ой», «ей», во втором склонении окончание «ом», «ем» и в третьем склонении окончание «ем». Рассмотрим словосочетание. Закрыла тучей, тянуло ветром, спрятался под елью. Обратите внимание, в первом и втором склонении безударные окончания существительных творительного падежа могут вызвать трудности на письме. Как можно проверить? Проверить такие существительные можно опять же 2 способами. Первое – по алгоритму или существительное того же склонения с ударным окончанием, то есть 2 способами. Определите склонение существительных, выделите окончания, следуя способам проверки. Висел под крышей, доволен жизнью, наслаждался морем, беседовать с доктором, любоваться сиренью, дружить с мальчиком, гулять с дедушкой, дружить с Игорем. Проверьте себя. Висел под крышей, первое склонение, доволен жизнью, третье склонение, наслаждался морем, второе склонение, беседовать с доктором, второе склонение, любоваться сиренью, третье склонение, дружить с мальчиком, второе склонение, гулять с дедушкой, первое склонение, дружить с Игорем, второе склонение. Молодцы, ребята! Продолжаем наш урок. Я предлагаю записать словосочетание, выделить окончание, определить склонение и падеж имен существительных. Пришла с чем? С метель. Занесло чем? Снег. Украсила чем? Серебро. Укрыла чем? Ковер. Летел над чем? Над лес. Любовались чем? Снежинка. Играть с кем? С Таня и Саша. Измените существительное, поставьте их в форму творительного падежа. Проверьте себя. Замечательно. Я думаю, что вы все верно справились с этим заданием. Следующее задание для вас. Дополните предложения подходящими по смыслу существительными. Укажите склонение и падеж имен существительных. Машина остановилась перед. Вертолет пролетел над. Зимой под. Прячется от холода озимая пшеница. Желуди надо искать под, а шишки под. За росли яблони. Проверьте себя. Вам даны слова для справок. Используйте их, чтобы вставить в предложение. В предложении нам встретилось слово «озимая пшеница». Что это такое? Это пшеница, которую сеют осенью под зиму.
это однолетнее злаковое травянистое растение, способное вырастать в высоту до 150 сантиметров. Стебель представляет собой полую соломинку с тонкими либо утолщенными стенками, в зависимости от сорта. У нас в Кыргызстане тоже есть такие поля, где проводят сеяние озимой пшеницы. Ребята, а сейчас подведем итог нашего урока. Проведем тест правописания падежных окончаний существительных. Какое существительное отличается от других склонением? Лось, лошадь, конь, медведь. У какого существительного окончание не такое, как у других? К тетрадке, о сирени, в альбоме, на странице. Где должно быть окончание существительного первого склонения «е»? Держать на ладони, жители деревни, остановиться в городе, гостить в деревне. В написании окончания какого существительного можно ошибиться? На столе, на стене, на слоне, на дереве. Найдите ошибку в вопросах падежей. Родительный падеж – кого, чего. Предложный падеж – о ком, о чем. Дательный падеж – кем, чем. Винительный падеж – кого, что. Молодцы, ребята! Я думаю, вы все правильно ответили на вопросы теста. И хорошо поработали сегодня на уроке. Ваш багаж знаний пополнился новыми сведениями о языке. А наши знания – это богатство, которое делает нас умнее и мудрее. Какие знания вы приобрели за сегодняшний урок? На уроке вы узнали, научились, можете. На следующем уроке мы с вами продолжим наше познавательное, увлекательное путешествие по улице безударных окончаний. А сейчас проведите анализ своей работы на уроке. Продолжите фразу. Сегодня на уроке я узнал, открыл для себя, научился, могу похвалить себя за. Поднимитесь на гору успеха. Я думаю, вы все окажетесь на вершине. Прослушайте домашнее задание. Расскажите маме об особенностях творительного падежа. А наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч на уроках русского языка. Берегите себя и своих близких.